облачно, возможен небольшой дождь. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусств». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты делают нашу жизнь лучше. И сегодня у нас с Дарьей Малиной в гостях. Добрый день. Даша, привет. Организатор выставки «Мяч в искусстве» Галия Пуйе и директор музея Нестерова, великолепный художник, гений современности Айрат Перегулов. Друзья, привет. Здравствуйте. Слушай, Айрат, ну это правду сказал. Чего ты так улыбаешься? У нас мало гениальных художников, Айрат. Слушай, расскажи, пожалуйста, что намечается в музее в ближайшее время, ну и про мяч в искусстве. Что это такое? Откуда взялось? Ну, музей работает своим чередом. Будут выставки. Как известно, на следующий год музей имени Михаила Васильевича Нестерова будет отмечать свое столетие. И основные мероприятия будут проводиться в сентябре 2020 года. Слушай, ну так посмотришь на вашу деятельность, а гуляете, как будто вот уже заранее начали отмечать. Нет, ну мы заранее готовимся. Будет ряд замечательных выставок. Я не знаю, стоит озвучивать. Конечно, по фамилии. конечно. Ну вот наметилась выставка живописи Оскара Рабина. Ух ты! Намечаем выставку. Удастся. Вот прогнозировать сложно, а вдруг не удастся. Тогда мы просто мечтали. Даши Намдакова, замечательного, гениального, вот, кстати говоря, современного бурятского художника. Намечаются привозные выставки музейные. Я не знаю, получится, не получится, но нам рекомендовали привезти выставку из Третьяковской галереи, какую-то авторскую, либо Айвазовский, либо вот из этого ряда. Слушай, ну, удастся, не удастся, но прекрасная рекомендация. В этом направлении работаем. Классно, дай бог, что все получилось. Ну а выставка «Мяч в искусстве», она стартует у вас 8 августа, правильно? Да, буквально месяц назад наш музей посетила прекрасная дама. Мы с ней познакомились, и выяснилось, что у нас много общих друзей. И мы даже в свое время, в 90-е годы, если помните, вывозили небольшую выставку живописи и графики и скульптуры в Париж. И вот Галия как раз принимала там в Париже и устраивала эту выставку со своей стороны. И мы познакомились, поговорили, и выяснилось, что вот есть такая выставка «Мяч в искусстве», которая непосредственно принимала участие и Галия. И она взялась в качестве координатора привести эту выставку сюда, к нам. Слушай, ну классно. И эта выставка была презентована перед чемпионатом мира по футболу в прошлом году. В Москве, в парке Зарядье она демонстрировалась. В марте этого года она была в залах МГИМО. И вот сейчас она впервые покинула столицу. И очень приятно и почетно, что мы, Уфа, первый город, который принимает эту выставку в предстоящем турне. Она проедет по Европам, по Азиям, будет в Дели. Вот после нас она поедет в Нур-Султан, бывший Астану. И завершит свой проект, эта выставка в Дохе, в Катаре, в 2022 году на следующем чемпионате мира по футболу. Слушай, ну, всегда приятно быть первым, но в таком вот контексте и вторым быть очень хорошо, да, ведь? Галия, что это за выставка? Как вы ее нашли, как познакомились? Кто там есть? Выставка организована Еленой Крафт. Елену Крафт я знаю достаточно давно. В первый раз мы познакомились с ней в культурном пространстве Пьера Кардена на Елисейских полях. Это было где-то уже лет 15 назад. Очень симпатичная девушка в то время была, очаровала меня, оставила визитную карточку своей галереи. Вот. И у нас возникла такая симпатия, потому что я очень ценю в своем общении людей, которые мне симпатичны. Симпатичны по взглядам, по мировоззрению, по характеру, по планам на будущее. Вот. Мы с ней задружили и время от времени общаемся. И в 2018 году мне поступил звонок из Москвы. Елена рассказала про свой проект, о том, что выставка с успехом прошла в парке Зарядье.
и спросила меня, не заинтересует ли ее, вот, так как есть планы международного турне, привезти ее также во Францию. Я посмотрела выставку, мне очень понравилось, и начала как-то думать, что мы можем сделать во Франции. Посмотрела, что проходило на тему Мундиаля в 1998 году. Оказывается, очень известная галерея Эрика Навара в свое время организовали там такую масштабную, хорошую, серьезную выставку. Вот. И на базе этого я начала общаться с Еленой, и сейчас готовлю вот уже, пока еще это предварительные работы, но тем не менее уже начинаем рассматривать Францию. Приехав в Москву в августе, я увидела, какая выставка, посмотрела, посетила выставку. И вот на базе именно того, что произошло в МГИМО, презентация МГИМО, мне очень понравилась презентация. Мне очень понравилось, что МГИМО – это студенты, это будущее России. И вот на базе этого я предложила Елене до того, как выставка поедет в сентябре в Казахстан, провести ее в Уфе. Почему в Уфе? Во-первых, я сама из Уфы. Во-вторых, я уже проводила, у меня есть такой маленький опыт. То есть я как общественный деятель, я уже участвовала. Я в 2008 году провела выставку, очень знаковую, я считаю, в Театре оперы и балета. Мы привозили в 2008 год к фестивалю Нуриева. В то время привезли вещи из Великобритании, которые страна подарила Башкирии. Привезли личные вещи Нуриева. Они выставлялись в левой части зала, а мы выставили выставку Нуриева на тему балета автора Михаила Ромадина. Мы все знаем, кто это такой. Это художник фильмов Тарковского «Солярис», «Зеркало», «Иваново детство». На тему балета очень красивые картины, очень глубокие. И Алексеева Штольдер. Она была такая вторая художница. Она тоже танцевала в свое время в Большом театре, а затем она перешла к живописи. Вот. Гля, а выставка «Мяч в искусстве», чем она вас поразила? Там какие-то иные работы, иной взгляд. Что такого есть в этой выставке, что купило вас, человека искушенного в искусстве? Ну, там входят имена очень известные. Я могу перечислить. Да, но... конечно, это интересно. Имена, вот я взяла список. Ваши любимые, достаточно ваши любимые, вот по списку это не нужно, я вижу, что там... У меня все любимые. Не удалось спровоцировать. Знаете, давайте я вам скажу, кто мне очень нравится. Классическая, пожалуйста, скульптура – это Андрей Ковальчук. Здесь уже бесспорно. Председатель Союза художников России. Я не хочу про титр говорить, я говорю про свой собственный вкус. Затем мне понравился Солдатова. А, кстати, по-моему, Ковальчук, он автор еще нашей скульптуры, которую вот недавно установили. Да, Мустай Карим. Мустай Карим, да, а вот на телецентре стоит. Может быть, тоже. Бабича, да, по-моему? Нет, там наш, по-моему. Наши? Гуля, скажите, пожалуйста, а по содержанию выставка в МГИМО в Москве будет отличаться от того, что увидят уфимцы? Сократились ли экспонаты? Да, немного будет, потому что в МГИМО было очень большое пространство, и в Уфе, к сожалению, нам не позволяют. Да, размеры. это выставка, которая была в Заряде, она сопоставима с Арт-Уфой по масштабу. Да, Ну да. она была там Естественно. 800 тысяч квадратных метров. Здесь нам дают только 300. У нас три зала. Три зала все Да, верхние, три да, зала что на здесь? втором этаже. А чем пожертвовали? Какие-то масштабные скульптурные экспонаты или нет? Вы знаете, мы что сделали? Мы очень мудро поступили. Мы привезли большой объем работ, но и посмотрим, что у нас, то есть, соответственно, экспозиция. Конечно, хотим выставить лучшие работы, они у нас все хорошие. И делаем в Уфе, мы очень хотелось бы сделать акцент также на российских художников. То есть мы иностранных, конечно же, поставляем российских. И вот моя идея, потому что я инициатор этой выставки, то есть я и координатор, но больше я инициатор выставки. Мне очень хотелось перевести ее в Уфу и приехать не просто гостем в нашу замечательную страну, продемонстрировать работы замечательные и уехать. Моя, опять-таки, инициатива, я очень хочу, чтобы в выставке были задействованы башкирские художники. Некоторые откликнулись, но все дело в том, что сейчас на дворе у нас август,
сады, Турция, Греция и так далее. А те художники, которые находятся в Уфе, они откликнулись, и вот сегодня мы будем принимать работы. А потом их работы уедут дальше в турне? Если они заслуживают того, то они пойдут в турне. Строго сказала. Да. Рад, а кто из уфимских художников откликнулся на идею? Максим Холоделин, Радик Гарифуллин, Соболев Саша. Мгм. Они делают работу специально под проект? Нет, вот в том-то и дело, что у нас в этом смысле проблема. Нет художников вообще в республике, которые бы непосредственно тему спорта взяли для себя как основную. Вот специально по тему спорта никто не работает. И мы просто выбрали тему шара. У Саши, кстати, Соболева, в принципе, можно понять, что это мяч, да? А Гарифуллин просто... Он просто молодец. Шар был, вернее, шары, как тема в его работе. Да, и она впрямую подошла. Да. Но у нас на самом деле все очень талантливые ребята, но все-таки вот про этот феномен или феномен поговорим. Почему художники европейские, художники мировые рефлексируют на тему спорта, тему футбола, а наши как-то нет? Ну, когда мы жили в соцреализме, там был госзаказ Дайнека. Рисуй у футбол. него, да, пропаганда спорта, здоровый образ жизни. У нас это почему-то сейчас вот не прижилось. Ну, слушайте, а в мире же нет заказа, а художники рисуют. Художники рисуют. С чем это связано? Это какая-то новая философия жизни, новое увлечение? Вот Виноградов-Дубасарский, они заявлены в списке. У них футбол, но с приколом, так, со своим взглядом, не впрямую. У Ковальчука, собственно говоря, вратарь, футболист. Хорошая, классическая. Напрямую Да. классическая скульптура. Ну, нет у нас в Динамичная. Уфе таких людей. Но, наверное, появится. Можно говорить о том? Да. Вот, кстати, вот эта выставка, может быть, спровоцирует художников на движение в этом направлении. Послушайте, но ведь футбол — это мировое умопомешательство такое, по-хорошему, да, в добром смысле, как в свое время охота, как когда-то инквизиция. Сегодня... Я прошу прощения за такие аналогии. Я Добрая говорю... инквизиция. Да. То есть, да, но есть какие-то темы, смыслообразующие для всего художественного сообщества, когда все авторы рефлексировали каким-то образом. Да? А это вот футбол, мне кажется, это же такая штука вот в одном ряду, нет? Ну, это считается самый массовый вид спорта. Каждый пацан в детстве пинал мяч. Не только пацаны. Ну и девчонки, Заметьте. да. Это что Да. тут за гендер? да? Да. Просто круглый кусок чего-то, и все, и уже можно играть в футбол. Но это всегда так. Да, у нас, если есть сложности, там еще больше хочется. Да? Ну, не знаю. В этом смысле хоккей, да, он более затратный, экипировка, лед, обслуживание. А вот для футбола ничего не надо, можно и зимой играть. Поставил два валенка вместо ворот и пинай. Послушайте, вот выставка поедет дальше в турне. Там, Нур-Султан, поедет в Европу. Как там, насколько сложно там договориться о проведении этой выставки? Насколько сложно было здесь договориться с Айратом? Только честно, несмотря на то, что мы вместе. Лично мое мнение, сложно не было. Почему? Потому что выставка, она действительно красивая и интересная. Она действительно... Ну и она громкая, рассчитана. да? То есть там такие серьезные имена. Ну, собраны. громкая, она поэтому и громкая, потому что она интересная. 32 Она- страны же, да, представлены? Ну, здесь поменьше, да, вообще, В да. Уфе будет меньше, да. Вот. просто. И она вызывает интерес от мала до велика, так употребим такую вот. Она вызывает интерес, люди смотрят презентацию или видео и смотрят Ну, состав информацию о участников, да, то выставке есть я посмотрел, там и же... зажигаются, и поэтому сложности не возникает. И во Франции она вызывает интерес. Во Франции 6 июня прошел чемпионат мира по женскому футболу. Вот, они уже нас тоже к нам позвонили, проконтактировали нас, предлагают сотрудничество. И поэтому тема интересная, хорошая, выставка веселая. В смысле, веселая, на ней очень не грустно. Я думаю, что и детям будет очень интересно. Я уже представляю, как они бегают от полотна к полотну и находят что-то интересное и для себя. Вот. Потом здесь вот говорят, что 23 числа в Уфе также состоится, я не знаю, как точно сформулировать, приедут ветераны спорта. Будет как конференция или олимпиада. Вот хотелось бы их увидеть у себя. Этим занимается Министерство спорта. И если они привезут к нам целенаправленно взрослых людей, ветеранов спорта, мы будем очень-очень рады. Айрат, а что нужно сделать для того, чтобы музей Нестерова мог принимать такую большую экспозицию?
Экспозиционные площади должны быть увеличены в несколько раз. А когда вы увеличите? Ну вот мы сейчас ведем в этом направлении работу в рядом строящемся здании. Но опять-таки вот о планах не хочется говорить, потому Мы что говорим о мечтах же. можно сгладить. Слушай, я все время говорю про парк искусства, ничего страшного. 5 лет уже. Может, поэтому и 5 лет. Ну да, так вообще бы не говорили, вообще не обсуждали давно. Запланировано 2 этажа в рядом строящемся здании отдать под нашу выставочную И зону. сделать такую музейную площадь, да, у вас вокруг. Ну да, да. Слушай, это вообще классно. Прям, Шедар, дай бог, чтобы эти планы, эти проекты осуществились, и дай бог, чтобы такие крупные выставки мы могли принимать. Глеб, скажите... А я еще ратую за музей современного искусства. Why not? Вопрос открыт, да, с музеем современного Конечно. искусства. Город Да, отдельно, миллионник должен самостоятельный. и не один музей иметь современного искусства. Это однозначно. Прям вот елей на душу, мне на сердце. Можно леет. ремарочку? Да. Я считаю, что башкирские наши художники уфимские – это талантливейшие люди. Талантливейшие. Мы должны иметь хороший музей, мы должны ими гордиться, мы должны привлекать иностранцев сюда и благодаря этому. Потому что современное искусство на Западе, мы же видим на примере Парижа и Нью-Йорка, это насущный хлеб человека. Поэтому нам этот музей нужен, и парк нужен, и расширить Нестерова, и еще какие-то музеи открывать и открывать. Не совсем наша задача музейная показывать вот современных. Мы должны показывать, но не в такой степени. Этим должен заниматься музей современного искусства. Конечно. По большому счету. Ну, слушай, Но ну, мы ты- взяли культурные на себя центры. функцию А музея Третьяковку современного куда искусства. вести? Ну, в Как- Третьяковке. То есть Третьяковку куда вести, как не в музей Нестерова? Третьяковку Третьяковку, будет да, новый да, формат. Третьяковку, да. Поближе Куда должен работать. Гончаров, кто должен Гончарова возить в Лондон, Ну, как, вот мы как не и музей? говорим, что классический музей Не, на в самом основном деле, должен такая представлять по-хорошему классическое гордость, когда почитал в Фейсбуке, смотришь, пролистываешь ленту, иногда смотришь, Айрат в Лондоне в галерее Tate Modern выставляет работу, которая представлена в музее Нестерова в рамках Да. большой экспозиции Натальи Гончаровой. Ну, нам в свое время очень повезло, что к нам попала Наталья Гончарова. Да, но и слава богу, что попал, не отдавайте никому. Галия, скажите, пожалуйста, насколько сложно выставку перевести через границу? Такую. Ну, это обычные, совершенно классические документации оформляются. Нет, не сложно. Современное искусство да. не так сложно вывести. Просто надо Классическим задекларировать. путем. Скажите, а как таможенники вот вообще оценивают? Там у вас же какие-то интересные инсталляции. Я с кем-то по-моему, с Майклом Дугласом видел недавно в Инстаграме фотографию вот из художника, который представлен в рамках этой выставки. Вот эти какие-то непонятные такие штуки. Как их оценивают на таможне? Что это такое? Это произведение искусства или что? Нет, таможни не оценивают, а оценивают экскурсоводы и эксперты. Они говорят, что это такое, описывают страховочную стоимость, и все. А таможня просто смотрит на правильность заполнения декларации. То есть у этой выставки проблем не было, да, с пересечением С границ? современным искусством нет проблем. А с Гончаровой? До 1945 года считается. Вот там уже будут проблемы. Ну, До 1945 года. Когда картина Натальи Гончаровой уезжала в Лондон, проблемы были? Какие проблемы? Официально все делается. Да. Платится если- страховка и вывозится. Ну, а если чисто человечески, конечно же, берут тут же селфи, тут же фотографии, тут же рассылают родным, то очень, очень живая, хорошая такая реакция. Галия, можно я еще немножко попытаю по содержанию выставки? Я посмотрела множество репортажей с Зарядье, с МГИМО, вот инсталляции с мячами или страдающие футболисты, не помню, как точно называется. Это мы увидим, потому что действительно это те работы, которые вызывают очень сильный эмоциональный отклик. И в целом мне вся выставка показалась очень эмоциональной. Все на каких-то реакциях, на каких-то чувствах футболистов, болельщиков, тренеров. То есть это такая взаимосвязь, история не только про футбол и не столько про футбол, а про то, как люди чувствуют этот вид спорта, как они его принимают в свою жизнь. Скажите, будет ли это в Уфе? Вы знаете, будет вот у нас наш идеолог, организатор и президент фонда решает, что мы разместим и как. Она комплектовала выставку, и она комплектовала, Да. в частности, то, что вот едет в Уфу. Ну, вот, А мы еще не знаем, интрига. Да, Вот да, машина интрига. в дороге в 3 часа, она должна быть, 15:00 должна быть здесь. И на моем месте должна была Елена Крафт сидеть. Не на вашем, а рядом с вами. Да, она должна была давать интервью, и она бы ответила полностью вот по А списочному скажите, составу. Марат, Айрат, прошу прощения, музей уже готов принимать выставку, готов к монтажу? Это же такая масштабная работа, открывается Мы уже вот через с утра пару дней. ремонтировали предыдущую выставку. И готовы сейчас вот 3 часа принять фуру
поднять на Выставка не второй совсем этаж. плановая, я так понимаю, да? Как-то спонтанно Ну было да, решено проводить? спонтанно, но мы нашли возможность. Ну, это здорово, конечно, что удалось Нашли освободить пространство. Да, нашли возможность. Почему? То есть аргументы какие были? В июле прошли детские международные игры. В сентябре будет международный фестиваль Нуриева. Поэтому наша выставка, она плавно ложится на сентябрь, так как сентябрь, в принципе, На начало хорошо, сентября, что на август, потому что многие уехали, но еще же многие остались. Поэтому она вот будет, так сказать, она вошла в график международных проектов города Уфы и Башкирии. Ну, еще, чем меня прельстила эта мысль устроить выставку подобную здесь. Всем известно, что наше руководство республики активно поддерживает спорт, как хоккейный клуб Салават Юлаев, так и футбольный клуб Уфа. И на открытии выставки мы пригласим руководство этих клубов, может быть, и футболистов ведущих. Не может быть точно. Сделаем встречи, скорее всего, 7 сентября у нас будет мероприятие активное такое. По нашей задумке во дворе поставим ворота хоккейные, поставим баскетбольный щит, да, на стойке и устроим что-то типа конкурсов среди молодежи. Застрахуем стекла музейные. Нет, мы и подальше, отодвинем ближе к воротам. И в результате люди, которые примут активное участие, получат в качестве сувениров там футбольные мячи, баскетбольные мячи, шайбы, может, хоккейные. Слушайте, ну смешение аудитории — это всегда прям здорово-здорово, когда люди так мирно, интеллигентно чувствуют себя в той среде, которая им привычна, находясь в иной среде. Это здорово, и здорово, что музейные институции в свое время, совсем недавно, такие, знаете, такие чопорные, неприступные, становятся открытыми для интересных, классных проектов. Айрат, вот искренне тебе большое спасибо за это. Ты делаешь искусство ближе. Но и, безусловно, такие проекты, как «Мяч в искусстве», они немножко как-то сознание-то, мне кажется, должны рвать нашей аудитории, наших жителей, потому что как-то необычно. Гля, есть какая-то критика, негатив относительно проекта? Нет, Не сталкивались? Нет. Сказали, ой, Я там, надеюсь... Что такое наделали? Нет. Опять это Нет, современное наоборот, искусство. интерес вызывает. Действительно спрашивают, что будет выставлено. И даже я разговаривала с мамами. Ведут молодых футболистов, то есть кто занимается и 5 лет, и 10 лет. Мамы уже настроены, это мои приятельницы, знакомые, настроены привести на открытие. Поэтому зовем. Совершенно все очень положительно относятся и надеюсь, что всем понравится. Да, 8 числа, не забывайте, в 17:00 открытие, в 16:00 пресс-конференция с Еленой Крафт, президентом фонда Крафт Павловой. Гля, кто поддерживает проект? Этот проект делается полностью за счет средства Елены Крафт или же кто-то есть из спонсоров? Ну, мы делаем своими силами. Елена Крафт, я немного помогаю, так как это моя страсть организовать нечто глобальное, особенно в городе Уфе. Затем есть у нас наш партнер, это ИППО, Историческое православное палестинское общество. Они нам очень помогают. Елена Александровна Агапова, вот она тоже собирается приехать. Она такой наш очень серьезный руководитель и очень серьезный наш партнер. Ну и вот ФК «Футбол», футболистов обещает привезти. Затем я хотела еще обратиться также в футбольный клуб «Салават Юлаев». Хоккейный. В хоккейный. Почему бы не пригласить и хоккеистов? Потому что хоккей очень популярен в Уфе. И главный девиз «Мяча в искусстве» — это объединять. Давайте и футболистов пригласим, и хоккеистов, и волейболистов, и теннисистов. На разминке хоккеисты разминаются, как раз мяч футбольный пинают. Да, а еще же есть хоккей с мячом. Он, наверное, есть здесь, интересно. Говорят, Уфе есть в играют. Уфе. Да, на самом то деле есть- Уфа город спортивный, Уфа город талантливый, Уфа город очень интересный, разумный, умный. Здесь живут замечательные люди, которые, более чем достойны принимать интересные выставки, посещать их и чувствовать себя, пусть не первым городом России, да, по масштабу мероприятий, но вторым точно. Друзья, во-первых, Елена, Айрат, спасибо большое, что вы делаете классное дело. 8 числа, 8 августа всех
ждем в музее Нестерова на открытии большой выставки «Мяч в искусство». И спасибо, что были с нами. А мы немножко еще поболтаем ВКонтакте. Так что, если что, переходите в эту сеть. До новых встреч, друзья. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго.